Мои дорогие, доброе утро, Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, у нас утро холодное, промозглое, правда дождя нет, но прям вот так холодно-холодно. И я сегодня попросила своего дивера, чтобы он мне яблоки снял, и груши снял, потому что ветерок такой, и они падают. Не созрели, конечно, яблоки созрели, но груши не созрели. Но я попросила его это все собрать, снять с деревьев как бы. И, наверное, надо будет где-нибудь приобрести газеты, завернуть в газету их и укладывать на зиму. Если, конечно, они не ударялись друг от друга, они хранятся хорошо, прямо до декабря, до января месяца они хранятся. Не знаю, что будет с этими. Я его попросила, правда, очень осторожно, он уже не один ящик сорвал. Вот так вот, друзья. Груша потом становится такая желтая, сочная, красивая, вкусная очень. Просто из груш у меня никто ничего не ест. Ни повидло, ни варенье не нравится. Из яблок, конечно, повидло хорошо, вкусное получается и очень любят. Так, ну что, начнем сегодняшний день с вами. Потихонечку буду снимать по кусочкам, что сегодня я буду делать, монтировать и вам выкладывать. И практически весь день вы будете со мной. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. У меня, как видите, все прекрасно, алхамдулилла. Никто у нас не болеет. Аишку сегодня отвели в садик, потому что, как вы знаете, она была дома, болела, но сегодня она уже в садике. Вот так вот, друзья. Мухаммеду тоже Мадина нашла няню. Вроде бы он именно к этой женщине очень даже хорошо, пока, машалла, не буду зарекаться, конечно, пока привык. Вроде бы и из бутылочки он у нее поел и не сильно капризничал. Конечно, няня жаловалась, что малыш любит сильно, чтобы его носили на руках. Но не знаю, посмотрим. Обещалась она, что справится с ним. Надеюсь, уговорить Мадину остаться дома у меня не получилось. Ну, точно не знаю. Может быть, она и останется. Она еще категорически ничего не сказала, но ей нужно все равно четверть закрыть, потому что сейчас найти замену ей учителя сложно. Просто так остаться она дома не может все-таки. Ответственность, она работает с детьми. Сразу найти замену математика тоже будет сложно. Так что не знаю, друзья, посмотрим, все по ходу. Вот так вот. У меня накопилось, как видите, молоко. Я уже собрала сепаратор. Буду сепарировать. Ну, немножко, просто вам немножко покажу. Будет шумно, но потом выключу. Потому что, ну, я много раз это показывала, делала, но подписчиков тоже много. Может быть, кому-то будет просто интересно. Так, молоко, значит, у меня разогретое до 30, там, 5-6 градусов, точно я не знаю, но оно теплое. И вот так вот будет свежая сметанка у нас. Посмотрим, может быть, я сегодня вареников накрою, если успею, но у меня еще зимние заготовки не закончились, мне нужно кое-что заготовить. Так что, друзья, по ходу посмотрим, что я для вас буду снимать сегодня, что я буду делать. Обо всем вы узнаете. Молоко, конечно, я копила 2-3 дня уже. Конечно, уже корова дает не так много молока, но я уже... Дело в том, что, друзья, я не давала корове корм, потому что она у меня с одной дойкой была снова по проблемам. Я ей колола антибиотики. В то время, когда колола антибиотики, я молоко в дом не приносила. Молоко у меня выпивал теленок, друзья. И после того, как я перестала колоть антибиотики, тоже 3-4 дня тоже. Поэтому у меня долго не было молока, если честно. И теперь, просто чтобы не накапливалось в имени много молока, мне ветврач сказал, чтобы я ему не давала корма корове. Чтобы, ну, как-то, чтобы эта дойка пришла в себя. Ну, правда, она уже, ей лучше, она не брыкается, а то она у меня настолько брыкалась, что у меня были огромные синяки. Но дойка все-таки, как я уже вчера говорила, пропала. Но, по крайней мере, в ней нет уже ни молока, ни крови, ничего. Просто пустая доечка. Немножко раз она так немножко бывает молока, что там, ну, буквально, может быть, и полстакана нету. Но я ее отдельно выдаиваю.
И все, друзья, 3 дойки. Но, в принципе, говорят, потеря одной дойки это не очень важно. Там, 200 миллилитров молока, как мне сказал ветврач, потеряешь из-за того, что там, нет одной дойки. Но все равно корову, скорее всего, как я и вчера говорила, корову, скорее всего, я уберу, девчонки, не знаю. Но я очень люблю эту корову, она меня выручала уже сколько лет? 9 точно, по-моему, 9-8, сколько раз, уже 8-100% она отелилась. Ну вот даже он, знаете, что мне сказал, друзья, ветврач, что он у нее хронический мастит, как бы, потому что уже последние 4 года, каждый год у нее или одна дойка, или вторая, даже было время, что 2 дойки с маститом были. Он мне сказал, что даже телочка от нее может быть тоже такая же, точно такая же, как бы, у нее тоже будет мастит. Не знаю, насколько правда или нет, но я уже как-то даже мне не по себе, потому что я так обрадовалась, что в этом году она мне родила телочку, а не бычка. Но посмотрим, все равно телочку убирать не буду, посмотрим, какая она у меня будет. И он мне порекомендовал, если даже я буду покупать корову, чтобы я купила корову не такую, что много молока дает. Он говорит, лучше купи корову, которая дает вот за раз 6-7 литров молока, но не больше. Потолок, говорит, 8 литров. А то, говорит, если когда корова дает много молока, а в день, получается, доить только 2 раза, то обычно бывает, говорит, мастит. Но моя корова, конечно, в летний период намного больше давала молока. Бывали случаи, что даже 12-литровое ведро у меня наполнилось, мне еще приходилось за ведром идти. Литров 15 иногда давала она за одну дойку. 15, один раз, 12, 10, второй раз, 22, 23. Когда хорошо ее кормить, то 25 она доходит. Но, конечно, 3 раза ее доить у меня не получалось. Вот что мне объяснил мой ветврач, друзья, не знаю. Так что он говорит, нет, не старайся даже купить себе корову такую, чтобы, если ты, говорит, ее не будешь доить 3 раза. Посмотрим, короче, друзья. Так, сейчас я включу, немножко начну и потом отключусь. Друзья, смотрите, какой у меня урожай яблок и груш. Вот такую красоту мне нарвал сегодня мой дивер. И, друзья, не видите, какие груши очень крепкие. Еще я вам показывала вчера другие груши. А это вот такая груша. Но она дозревает только когда вот сорвешь их. Хочу купить газеты, обернуть в газету и положить. Они потом, знаете, желтеют и тоже бывают очень вкусные, мягкие и сочные такие. Варенье грушевое у меня ребята не любят, поэтому делать не буду. Вот это вот яблоко, оно с кислинкой. Из него я сделаю повидло. А это так мы будем кушать. Оно очень вкусное, сладкое, такое кисло-сладкое даже. Больше сладкое, чем кислое. Очень такое яблоко вкусное. Это с кислинкой, как я сказала, будем делать повидло. И вот столько картошки мне еще накопал мой дивер. Это мой хороший помощник. Вот. Это тоже на месяц-полтора мне даже, если не больше, хватит этой картошки тоже. Вот такие вот, друзья, у нас урожаи в этом году. Груш обычно у меня бывает намного больше, но тогда груша бывает мельче. А в этом году меньше количество груш, но они крупнее.
Так, друзья, у меня сегодня небольшая распаковочка для вас, как бы, ну, это подарки для меня и Аишки от Танзилы, но она просила прорекламировать для моих подписчиков магазин, интернет-магазин, магазин в Ингушетии, магазин сумок и кошельков. Сейчас я скажу название. Ссылку я оставлю в описании, друзья, закреплю в комментариях, но ссылку на Инстаграм ее. Значит, сумки, кошельки, Ингушетия. Вот. И Танзила купила их у нее со скидкой. Она ей вот сделала скидку такую. Вот эта вот сумка для меня. Кожаная. Очень приятная такая кожа. Так, ну этот ремешок мне не понадобится, но кому надо, есть. Короче, вот такие вот тут вот отделы. Так, я, видите, слепой крот. Хотела открыть, закрыла наоборот. Ну, вот такое вот отдельное отделение посередине, кармашки. Вот для телефона, для чего угодно, для кошелька. Тут тоже вот на замочке есть кармашек. Вот. Мне понравилась сумочка, видите, все, отделка качественная, хорошие сумки у них есть, как Танзила сказала, и дорогие, и бюджетные, как бы. Ну, я не стала спрашивать, сколько стоит эта сумка, но она мне понравилась. У меня уже состарилась моя сумочка, мне было жалко покупать. Вот такая вот сумка, подарок для меня сегодня, друзья. И вот такая вот для Аишечки. Это уже эко-кожа, не натуральная кожа. Ну, тоже симпатичная, видите, можно ей в садик что-то сюда положить, что ей нужно. Есть, как рюкзачок можно ей сделать из нее, можно просто как сумочку. Вот такие вот сегодня подарочки для меня, друзья. И еще раз вам скажу, зайдите на страничку Инстаграма этих девочек, значит, опять скажу, сумки, кошельки, Ингушетия, посмотрите. Может быть, что-нибудь для себя вы выберете по приемлемой цене и красивые сумочки. Вот так вот, друзья, сегодня у меня вот такая вот небольшая, как бы, ну, радость все-таки. Мне было жалко для себя покупать сумку, а сумка была старенькая, иногда бывало даже неудобно с ней выходить. Я даже просто с кошельком выходила. Вы, наверное, даже это и заметили. Ну все, пойдемте дальше теперь. Так, ну вот, друзья. Значит, с яблоками, грушами мы справились. Как бы, ну, сказать мы, это, конечно, смешно. Я, в принципе, с ними ничего не делала. Мне дивер и уложил, и запаковал в эти ящики, и пока отнес в кладовку. Но пока я не буду покупать газеты, как бы. Так, друзья, сейчас, видите, как видите, я, чтобы недолго вас не задерживать, как обещала, каждый процесс моего сегодняшнего дня, как бы мы будем с вами... Хочу заморозить помидоры на пиццу, ну и на что-нибудь, как куда надо будет. В прошлом году замораживала первый раз, и мне очень понравилось, потому что пиццу мальчики любят, мы все любим. А зимой, вы сами понимаете, что помидоры очень дорогие, хотя они сейчас не очень дешевые. Уже помидоры, вот я покупала-то, они стоили 35-40 рублей, они у меня уже стоят давно. Вот видите, немножечко начали даже подпартиваться. Ну вот один попался, остальные все хорошенькие такие. Мне еще надо перекрутить, много работы. Но перед этим я хочу просто заморозить. Сначала сделать заморозку, пока они вот хорошенькие. Как видите, выбрала болгарский перец уже все помыла, вынула семена, просто вынула семена, разрезала. Сейчас буду их, знаете как, я обычно, ну болгарский перец, правда, я замораживаю давно-давно, лет, наверное, 4-5, как купила большой вот этот ларь-морозильник, с тех пор замораживаю. Ну а когда этого ларя не было, конечно, такого варианта, чтобы много чего заморозить, не бывает, друзья. Поэтому семья большая, большой ларь. К сожалению, я не помню, насколько литров он у меня, но большой. И поэтому, в принципе, делаю заморозки. Все равно холодильник, морозильник стоит включенный, пускай работает как бы. Вот, значит, делаю как? На мелкие кубики, на соломку, на широкие вот эти вот, как бы, как сказать, ну вот на такие широкие полоски, на квадратики, по-разному. Потом зимой как буду готовить там рагу, или в суп, или в борщ, или в лагман. Уже как нужно, уже нам готово, забрал, вынул из морозильника, и все, и готово.
Ну, я знаю, что все, многие это делают, конечно. Ничего умного нового я не скажу. Но вот просто сегодня я делаю это и немножко с вами хочу просто поделиться. Сейчас я просто это все нарежу без вас. Не буду отнимать ваше время. И дальше посмотрим, что у меня будет происходить дальше, как бы. Вот так вот, друзья. Я уже нарезанная, просто покажу вам. Ну вот, помидоры я нарезала, как вы видите. Я надеюсь, этого мне, конечно, хватит. Вот видите, тут у меня как бы вот в 2 слоя. По-моему, видно, да? Или не видно? Ну, как вот здесь вот покажу. Вот. Вот помидоры я положила в 2 слоя. Сейчас быстренько поставлю в морозильник, потому что будет вытекать уже сок как бы из помидор. Это нежелательно. Пускай заморозится. Быстренько они заморозятся. Видите, какие красавчики. Помидор такой вкусный, друзья. Я уже, наверное, с каждого помидора по этой попочке, которую отрезала, все слопала. И с кусочком сыра, и с солью. Знаете, очень вкусно получается помидор с сыром. С соленым сыром. Ой, друзья, я только вышла на улицу, зашла, так холодно. Холодно прям пробирает. Смотрите, какие яблочки и груши огромные. Вот. На ладони будет видно. Видите, какие. И яблоко такое же большое. Но это немножко побитое, как бы. А это вот хорошенькое такое. Такие сочные, друзья, и яблоки, и груши. Жалко, не могу вас угостить. Так, смотрите, вот я вам покажу, какое у меня вот разноцветие. Но я еще не все нарезала, просто я сейчас покажу. И сама быстренько их буду резать и запаковывать в эти зип-пакеты как бы. Вот такие полоски. Вот такие вот. На маленький кубик. И вот на такие вот полосочки. И потом уже зимой, что как будем готовить, будем доставать и добавлять. Вот это вот разноцветие, друзья, это мои собственные перчики из моего огорода. Они у меня, правда, сорваны давно, но они у меня хорошо сохранились, потому что стояли в холодильнике. Так что просто руки не доходили у меня быстро их порезать. И, ну, некоторые немножко, конечно, чуть-чуть так подвяли, но ничего страшного. Вот так вот, друзья, буду работать дальше. Потом я вам покажу, сколько у меня пакетиков получилось. Так, ну и вот, друзья, что у меня, значит, получилось. Вот таких вот 2 пакетика. Ну, это для рагу примерно, для жаркого, для рагу. Вот такие вот мелкие, видите, и цветные, и отдельно просто красные. Ну, лагман, супчик. Ну, хоть на что. Вот такую вот в полосочку. Видите, тут вот разноцветнее, тут более такие. И вот такие вот еще. Но это пока, чтобы перчик не пропал. А там, может быть, я еще подморожу. Но посмотрим, потому что уже морозильник вряд ли что войдет. Еще хочу вот кружочками вот такими вот тоже. И целыми немножко для фаршировки. Но мы не очень-то, в принципе, любим фаршированные перцы, ребята, у меня мальчики. Но несколько пакетов я все-таки заморожу и целыми. Ну все, сейчас я это быстро положу в морозилку. И пойдемте дальше. Ну вот, друзья, помыла помидоры. Теперь будем дальше продолжать. Ну вот эти вот, видите, немножко все-таки в некоторых местах это придется выбрасывать. Так, ну вот помыла свои помидорчики, как бы стоят они уже давно. Но ничего, перекрутить через мясорубку можно будет. Там, где чуть-чуть вот подпортилось, срежу, уберу, перекручу как раз и на томат, наверное, и на кетчуп немножко хочу сделать. И лечо чуть-чуть сделаю. Ну, сколько, что смогу, то сделаю, друзья. Так, сейчас быстренько я срежу то, что вот, ну, подготовлю для мясорубки, и все. Ну вот, друзья, вот столько сока я сделала. Эти помидоры я оставила для салата. Не перекручивать, а делать салат. Такой микс-салат с морковью, с болгарским перчиком, с луком. Немножечко сделаю, несколько банок. А это сейчас поставлю кипятить. Ну и сейчас быстренько поставлю варить картошку, чтобы делать на ужин вареники. Так, ну вот, поставила сок вариться томатный, как бы. Поставила картошку вариться. И мне надо пойти в магазин. Не успела сегодня, хотела вообще-то поехать на рынок, купить себе что-то на свадьбу.
А у нас завтра свадьба. Хочу пойти в магазин купить, может быть, найду платье себе. Ну, и платье, и косынку надо покупать. Посмотрим, короче, друзья. Поэтому пока это варится, сбегаю в магазин. Так, друзья, ну пока я в магазине задержалась, попросила Ибрагима, чтобы он картошку снял. Видите, уже смеркается, и дождь пошел. И, наверное, вареники я буду уже лепить как-то в следующем ролике. Этот сейчас быстро запущу, потому что, ну как, быстро не получится, он долго грузится. На этом, друзья, всех благ вам, мира и благоденствия.